Привет, ребята. В общем, время у нас 3 часа вечера. Звонит Андрюха Корешок. Ну, тот Андрюха, с кем, помните, мы ездили на Весновку на большом вездеходе. Блин, Андрюха, я, говорит, смотрю, ты грибы косишь. А я с работы, говорит, никак не могу вырваться. А у нас дождики каждый день. И что-то к вечеру 3 часа без дождя, вот так. Мы, короче, решили вырваться, собрать Андрюхе грибочков беленьких. Ну, в общем, друзья, я вижу, наблюдаю. Стоит какой-то, правда, весь какой-то уставший. В общем, сегодня посмотрим боровиков. Соберем Андрюхе корзинку. Себе я собрал, Андрюхе надо собрать. Как раз солнышко, а к вечеру дожди опять. Так что смотрим, что получится. Да, друзья, понятное дело, что вообще все эти дни, сейчас пока шел выход, тут люди прям ночевали, вот реально. Мужики говорили, что заезжали в 4 часа. Что-то час гуляли и уже видели грибников, которые все полные, они уже выходили из лесу. А сейчас 3 часа вечера, маленький барочек, и мы просто, ну не знаю, что найдем, то найдем. Ну, на жареху-то должны наскребсти. Заехали сразу в такой барочек. Ну, посмотрим. Ну, срезы, ребята, одни срезы. Просто жесть. Все покоцано. Все порезано. Но опять же продолжаются дожди. Такая погода. Более-менее. Так что, ну, гриб должен расти. Так-то по сути. Сегодня, кстати, днем у нас было плюс 9. Не знаю, ребят, что сказать. То ли так собрать тщательно, то ли выхода больше нету. Был такой пиковый выход. Блин. Наверное, надо ехать в другой бор. Мы тут заскочили так на проверку. Так как с Лариской мы гоняли уже дней 5-6 назад. Гуляли здесь. Потом я ездил за краснюками. Вы, наверное, все это видели. И больше я здесь не появлялся. Прошли выходные, естественно, будни. Сегодня у нас пятница. Ну да, неделя уже, как мы гуляли здесь. Что-то пока я в плане гриба ничего не вижу. Ладно, что. Смотрим, ищем. Вот вижу какой-то переросток. Большой боровик. Такой весь загнутый, его, естественно, не видели. И рядом маленьких нет. Как-то 3 часа вечера, я думал, здесь никого нету. Здесь вот, пожалуйста, мотоблок. Народ, короче, ребята, на мотоблоках вывозит. Я говорю, живут. Просто тупо живут здесь. Приветствую. Здорово. Ну чё, как? Нету? Одного дошел, вон там и все. Да? Все собрали, короче. Понял, тут вчера, блядь, мы приезжали. Уже тоже после обеда. Вчера, блядь, мы выезжали, блядь, нахуй, заехали еще, блядь. Да, так и есть. Так мы в 6 часов заезжали, еще жена говорит, что так рано, типа, уже выезжают. Они, походу, тут с 3 часов, короче. Ага, я понял, да. Так и есть. Какой-то стоит непонятный. Какой-то весь кривой. Дождем, что ли, убило так. Одного, говорит, нашли и все. А возле них стоит беленький. Какие-то кривые, ребят, непонятно. Сейчас с Андрюхой будем решать, куда нам рвать. Здесь делать ничего. Еще один стоит. Как это, ребята не видят. Вот мотоблок у них. Одного, говорит, нашли.
Вот у них мотоблок здесь, а я тут 2 штуки нашел. Вот они. Короче, в черничниках, я так понимаю, они ходят. Надо смотреть. А так все. Людь человека — это тоже страшное дело, ребят, для природы. Просто я понимаю, что такое банда, когда залетает, а потом вторая, третья и выкашивают все просто напрочь. Вот еще малыш стоит прямо возле них, возле ребят. О, какой толстоногий, друзья. Сегодня, кстати, взял нож рыбак. Что-то так хапнул быстро. Даже не посмотрел, что взял. Ну, в общем, для грибов тоже пойдет. Какая разница, правильно? Короче, друзья, штучка штучная. Просто все вычерпали. Выкосили нафиг. Ну, тут Борик-то раз и обчелся-то, по сути. Ну, так, весь поселок, всю деревню кормит, по сути. Я знаю, вот в соседнем районе вот такие бара, ребят, 30 километров, представляете? Там захочешь, не обойдешь это все дело. А здесь маленькие бары у нас небольшие. Еще такой переросточек. Такой уже. Черничник такой небольшой возле дороги. Андрюху потерял. Свищу. В общем, друзья, решили мы переехать. Посмотрим, там маленький барочек есть, но он такой там откровенный, там мало ли, корзинку собрать Андрюхе надо. По 5 штучек мы надыбали, все, короче. Вообще ноль, вообще все пусто. Да главное, еще вон люди выходят. Вот вам и вечер. Ай-яй. Вроде у нас времечко есть, сгоняем недалеко, тем более на машине, на УАЗике. Зачем вот так вот ограждают муравейники? Да, маслята, да, груз собирают, все. Ладно, пойдем пройдем груз, да, и там тоже сухой. Вон груздочки, ребята. Завтра поедем за груздями, значит. По тропинке, ребят, лис нашли. Тема тоже классная. Вон, сколько? Лисы, да, ведь? Если отдельно приготовить, они вообще четкие. Да, я вот попробовал. Раньше как бы, как мясо со сливками там делают. Да, со сливками. Да, там с лучком. Соберем жареху. Ага. Смотрите, ребят, сколько мухоморов. Такие красавцы стоят. Лекарства для лосей, но я знаю, что люди готовят, как-то заваривают. Короче, там с той стороны тоже, Андрюха говорит, такие алябуши стоят. Может, тут никого и не было. Есть такие переростки. Сейчас прогуляемся. Да нет, какие переростки. Вон кто-то уже тут лазил. Красноголовичек. Не знаю, крупноватый, наверное. Ну, вроде чистый. Крупноватенький, но вроде чистый. Ну, в общем, все, зашли. Тут между елочек обычно вот растут. Сейчас глянем, что творится. Переросток. Переросток. Это что такое? Да, тут, короче, кто-то прозевал. Не заходили. Смотрите, какие шляпы стоят. Когда выход был, я сюда хотел зайти. Но не было смысла, потому что мы были полные. Там внизу, где сейчас только что были. Так что сюда я не заглядывал.
Подъемочка, ребят, нашел 4 штучки. Красавцев. Не знаю, этот большеватенький, наверное. Такой. Ну, твердый. А вот эти вообще огонь. Два небольших. Вот они тут под елочкой, я говорю, ребят. И растут. О, какие красавчики. Какой-то мягкий. Мягкий, не будем брать. Ну что, девочки, здравствуйте. Как вы тут живете? Как тут у вас с грибами? В общем, друзья, тут все прозевали. Все грибы здоровые. А выхода, так я понимаю, больше и не было, что ли? Молодежи. Одни переростки. Такие здоровенные. Целая куча красноголовиков стоит. Но они какие-то, ребят, такие зяблы. Такое ощущение, что мороз был в этом краю. Какие-то потухшие все такие. Штук 7-8, наверное, сразу. Обычно вот морозы, когда бах, и все начинает чердеть. Зелень. Вот смотрите, ребят, переросток опять. Видите? Потух бор. Бор потух. Лисички. Сестрички, ребят. Лисички. Вон какие лисы. Заберем. Это очень вкусные грибы. Со сливочками сделать. Да, я вообще люблю все грибы со сливками делать. Или сметане. Раньше елочки маленькие были. Как бы беленькие возле них росли. А сейчас уже елки-то здоровые стали. Охренеть. Раньше круто было, ребята. Бор маленький здесь. Здесь, ну, косачи стояли, рябчики. Здесь часто петли ставили мужики. Я потом сюда приезжал. На велике, да, от деревни. Жик-жик-жик-жик-жик-жик. Вот так была. Что-то охотничья романтика у меня одно время. Охота было заниматься этим всем делом. Я смотрю, стоит лыж. Красавчик, далеко его, видать. Вот такие нужны нам, ребята. Вот такие. Вот и луговичок, ребята. Это белый луговик. Чистый. Здесь они частенько попадаются. Вот на этом мху. Сюда специально заглянул. Любят они это место. Луговички. Вот под елкой опять переросток. Все грибы тут что-то какие-то сквасились. Какие люди в Голливуде, Леха? Да это мы так, шутя, выскочили после работы. Как жив? Здоров. Нормально? Картоху убрал? Че, как картоха в этом году? Ты что, гуляешь? Петли смотришь? Не? Ну я что-то смотрю, собаки выскочили, блин. Что там собрал? Да, ничего, блин, на пушку, блин, до пару белых. А, понятно. Лисички тоже, да, смотри? Там кто там, с кем-то. А так выскочили, Андрюха говорит, на жареху собрать. Вон. Грибы стоят, Лех. Да вон грибы стоят, говорю. Никто не собирает, блин. Какой боровичок стоит. Возле елочек.
Ага, прогуляться, да? А сейчас там же там взлетел тоже рябчик. Андрюха там свистит, говорит, куда-то зашел, говорит, там штук 50, говорит, боровиков, говорит, стоит. Ну, они, говорит, все здоровые. Леху увидел. Леха гуляет. Тут недалеко деревня его. Многие, кстати, спрашивают, как Леха. Ну, что, нормально, картоху, говорит, убрал, сейчас колымлю. Помогаю людям картоху убирать. Это кто у нас? Это луговичок, ребята. Грибочек-то. Луговичочек. Ну, чистый. Красавчик. А тут недалеко боровичок стоит. Ну так. Выходить собрались. Грибочки-то вон. Искать надо просто. У духовочек. Тоже луговик. Переросток. Переросло все. Вообще жизнь. Все грибы переросли. Красноголовик. Какой-то мягкий. Такое ощущение, что мороз был, блин. Такое ощущение, что мороз был. Хотя вроде ничего такого не было. Андрюха, говорит, там нарвался на банду, блин. На корточках тут гуляешь, да? Да. Выросли ребята здесь. Чистый, нормальный. Под елками, короче, на мху ребята выросли. Никогда здесь не было. Вот это, Андрюха, нормал. Вот это нормал. Вот. Такого оставляем тогда. Такие вон луговички, не знаю, Андрюха. Смотри, вот такие тоже вон. Но они как бы крепкие. Не знаю, там еще красноголовки попадались. А это парочку взял, там штук 5 оставил. Вот такой нормал. Такие, наверное, ты не возьмешь. Вот такой нормал. Такого ты тоже не возьмешь. Там таких, наверное, там несколько штук. Вон тоже крепенький, такой нормальный. Мне нормально попалось тоже беленький. Ну, ебать, вот, бля. Вот это вот там нашел. Не знаю, это какой-то нормальный, но этот такой. Успели, друзья, вот ровно успели. Как раз вообще в огонь. Погуляли нормально. И ливануло, блин. Ну, как нахлобучивает. О, поперло. Вот так каждый день. УАЗик, конечно. Тема. Ну, ребята, погуляли часик до дождя. Ну, корзинку собрали. Нормально. Быстро. Грибы режут. Так что надо в аккурат. Завтра за груздями браться. Приехал на работу с деревни. Сюда Андрюха привез меня. Завтра с утра рву когти. На связи.